Всем привет, меня зовут Асия, я автор, исполнитель, и это мой, ты сам представь. Да, всем привет, меня зовут Еркебулан, я муж Асии, продюсер. Вы впервые встретились на концерте, когда ты активно выступала, а Еркебулан был менеджером Галбжана Молданазара. Что ты почувствовала при первой встрече? Да. Я уже говорила в интервью Эль, что потом только я соединила точки и поняла, что вот когда мы познакомились с тобой, у меня очень сильно сфотографировалось лицо в памяти. Я не запомнила имя, но лицо запомнила. И когда мы потом повторно встретились в 2021 году, я вспомнила. Вот. Классно, вот этот клуб «Крупный план» еще. Хорошо. До свадьбы вы были знакомы 8 лет, но встретились на съемках первого сезона ОЮ. Откуда началась ваша история любви? Как ты понял, что практически сразу хочешь иметь от Асии детей? Вот у нас на ОЮ есть такой круг, когда она встала у микрофона, я сразу это понял. Правда или просто? Нет, серьезно, для да. романтики? Мы еще с Чиной, с режиссером монтажа, сидели и об этом разговаривали, да. Он сидел и такой... Нет, он же всех анализирует же, типа, вот, любой артист выходит на сцену, и он про всех начинает что-то говорить. И мне кажется, он такой или она такая. И вот тогда, когда ты вышла, он у меня спросил, типа, я не помню конкретно, но, грубо говоря, замутил бы с ней, типа такого. Вот, да. И потом мы подписывали документы, релизы, что мы имеем право использовать твой трек в нашем YouTube-канале. И я тогда подписывал документы в кабинете на съемках. Да, я зашла. Да, и ты задавала вопросы по договору, что-то. Да, и ты что-то шутканул. Да. Вот так вот. Он что-то, я не помню, да. В общем, на работе понял, что да. Да. Я хочу от нее иметь детей. Я когда на ОЮ потом вот мы встретились, ты туда-сюда ходил, и я потом... Харизматичный. Давай следующий вопрос. Что-то кринжевый формат. 2 года назад на подкасте «Замандас», прикинь, 2 года назад, Еркебулан сказал, что самым сложным проектом для него был первый клип этого казахстанского артиста, назови его имя, МЧТ. МЧТ, «Масса черного тмина», да. Я не помню, какой это был год, но бюджет был вообще минимальный от артиста. И я помню, что мы должны были его вообще любыми способами сделать. Я даже от себя там деньги закидывал, кто-то из группы закидывал деньги, то есть художники-постановщики от себя там что-то сами покупали, реквизит какой-то. В общем, денег критически не хватало, но это был, с самого начала чувствовалось, что это тот самый проект, который, грубо говоря, как визитная карточка для всей съемочной команды. А я вспомнила историю. Давай. Мы, получается, в 2021 году в конце поехали в Л.А., в Америку, до предложения. И мы оказались на Новый год, через друзей, в каком-то большом доме, таком прям Это крутом. новогодний был. Новогодняя вечеринка, там было много, русских было в основном. С СНГ все были, да. И что-то мы разговорились с одними ребятами, и сказали, что мы из Казахстана, и они такие, говорят, а вот моя любимая самая работа — это клипы МЧТ. И Кеш потом сказал, говорит, я их продюсировал. Он такой, в общем, это было странно, что на другом континенте работу оценили. Работу оценили, да. Угу. В каком возрасте Асия начала заниматься музыкой? В составе какой детской группы выступала твоя супруга? Опа! Я говорила много Я раз. знаю, что ты говорила, да. С 5 лет, плюс-минус, да? С 4. С 4, да. Название, не знаю, ранетки, я не помню. Нет, рядом. Для детей чуть-чуть странное название. Это то, что мы же сейчас называем дочью Шкодина, Шкода. Вот в этой... Я не помню же, честно. Шалунишки. За какой проект Кеша испытывает особую гордость в качестве продюсера? Каш?
Не? Нет, Каш очевидно, потому что это как бы большой проект. А типа неочевидный проект? Ну, за типа который, да? неочевидный, да, наверное. Ну, тут правильного ответа нет, как бы. Я могу Много, да? много назвать проектов, которые БМВ? вообще нет. Но особая гордость у меня — это ролик «Визит Алматы», который мы снимали во время пандемии. Он до сих пор, его крутят по городу. Я этот проект дико люблю. И мы часто, ну, кто работал на проекте, вспоминаем его и как вообще весь процесс был. Круто было, короче. Да. Как называлась Да, первая классно. песня? Да ё-моё. Как называлась... Я тут тоже говорила. Как называлась первая песня, которую написала Асия в 14 лет? Дополнительный бонус. Творческим какого артиста она доходила? Да, и... Да. Вот творчеством какого артиста легко? Типа, казахстанский артист? Мейрамбек Беспаев? Кто в 14 лет? Это же недавно относительно было. Да, я еще говорила, что я сильно кринжую с этой песней. Я ее писала перед тем, как уехать на флекс. Я переживала, что вот я уеду. Прости. Называется «Листья октября». Ты не помнишь? Я помню. Что-то вот, ну... Листья падают зря, листья октября. Это 14 лет? Да. Я почему думал, что это раньше было. Нет. Как так получилось, что Кеша был менеджером команды по Counter-Strike? Ну, из того, что его пригласил его друг Даурен, Адрен CSGO, отец Counter-Strike в Казахстане. И вот они проработали 3 года. Нет, Нет, меньше? 1,5 года. 1,5 года жили в Украине и выиграли чемпионат мира по Counter-Strike в 2017 году. Да, так и было. Я тогда работал продюсером, но мне Даур предложил стать их менеджером, потому что у них там куча было всяких перемен, и они хотели меня видеть в качестве менеджера. Я согласился, все бросил, переехал в Киев, да, и мы стали чемпионами мира. Не без моей помощи. Какая песня Асии стоит у тебя всегда на репите? Я вообще не подготовился. Ну нет, ну Но это... я тоже не готовилась. Вот косяка. Это песня про тебя. Я знаю, она у меня на репите всегда. 3 буквы. Ну, Еда. лук, 80. да, лук, сори. Но раньше должен бонусом добавить, что когда мы еще с тобой не встречались, я постоянно слушал MSQ. Да. Ну расскажи вот эту историю, где Дося, ой, или не Дося. Да, он услышал так как раз таки, вот типа то ли от меня, то ли от Даура. А, да? Да, А я да. думала, ты от него услышал. Он когда включил, мы были в Америке, мы ехали из LA в Сан-Франциско, помню, 17-й Ну, год. как обычно. Ну да. И его музыка играла в машине, и включилась эта песня. Я говорю, откуда ты ее знаешь? Он говорит, «Ты где-то услышал. Ну, скорее всего, ну, у кого-то из нас. Я не Привет, уверен. Дося. Как Еркебулан поддерживает тебя в творческом плане? Какой самый интересный совет ты от него получала? Ну вот самое интересное то, что ходили шутки там про то, что вышла замуж встречаешься с продюсером, вышла замуж за продюсера, там, чтобы клипы снимать себе. Но мы уже сколько, там, почти 3 года вместе, и у меня нет ни одного клипа спродюсированного Кешей. Привет, хейтеры. Да. И но у нас есть один спродюсированный ребенок. Да. Идеально спродюсированный ребенок. Да. А совет, ну, часто мы вот так вот дочь уложим и разговариваем. Там, я вот как через полгода примерно после рождения начала потихоньку приходить в себя, думать, что дальше делать, и часто мы на эту тему разговариваем, и
Кеша мне советует. Но основное, вот мне кажется, это всегда оставаться собой, слушать себя, делать то, что нравится. Интересный совет. Да, Какой да. интересный, Я тоже вспоминаю, что я мог тебе советовать. интересный совет. Никого не бойся. Делай, что хочешь. Ну да, я должен добавить, что у нас, потому что у меня схожий вопрос следующий. У нас как будто бы нет такого, что вот четко, вот иди, там, сделай вот это. Потому что мы больше, наверное, ну, в общих чертах поддержку оказываем друг другу. И, Не советуем, типа, ну, конкретные типа, да, действия. вот да? ситуация произошла, что посоветуешь? То есть у нас такого нет. Мы говорим там, грубо говоря, мы друг друга больше, не знаю, Хорошо. как-то, не знаю, возвышаем, нежели там даем какие-то четкие советы. Ну да. Такие вот. Какие классные. Как Асия поддерживает тебя в твоей работе? Какой самый интересный совет ты от нее получал? Важнее всего, что Асия мне лучше всех напоминает, наверное, о том, что я заслуживаю чего-то большего. Потому что у меня есть такая проблема, что я часто занимаюсь самобичеванием, и я такой человек, который не останавливается на каких-то там выполненных целях. Мне всегда хочется большего. И если там, не знаю, тот же OU-фест мы провели, мы просто сумасшедшая проделанная работа была, огромная. На следующий день по окончанию OU-феста я себе, ну, я думал, что, ну, сделали и сделали. И что такого? То есть я уже там буквально на следующий день перестал гордиться проектом и просто начал дальше работать. И в таких ситуациях мне Асия всегда напоминает, что вот ты классный, ты крутой. Да. Ну, то есть это же твоя, ну, профдеформация, ну, то есть потому Да. что ты как продюсер хочешь постоянно как бы на результат типа работать, не циклиться, но иногда как будто важно типа прожить чуть-чуть 100%. этот момент. Ну, да. То есть я много читал, и даже мне психологи говорили о том, что человек должен уметь себя награждать за что-либо. Не просто ругать постоянно или там себя пинать, пушить, а также сделал что-то хорошее, награди себя чем-либо. Вот. Классно. Как Кеша поменяла отцовство, какой он папа для Зире? Без слез давай. Так. Ну, вообще, начнем с того, что Кеша был первым человеком, который встретил Зире в этом мире, да, ну, помимо врачей. Она сразу легла ему на грудь. Но он очень вовлеченный отец, да, и вот с самого начала, с самого рождения он ее купает. Вот мы сначала вместе купали, а сейчас уже чаще всего он ее сам купает. Я просто там прихожу, смотрю, ха-ха, хи-хи. И это мне высвобождает время, там попить чай, что-то поделать. И еще вот в последнее время он начал читать ей книжку перед сном. Ну и вообще Кеша каждую свободную минуту пытается проводить с нами, с дочей. Когда вот у него было очень много поездок, и когда он уезжает, это прям, ну, мы очень сильно скучаем друг по другу. Наверное, у всех так, но мы, короче, мы такие очень сентиментальные в этом плане и чувствительные, наверное. Нам родители с опытом говорят про то, что нужно успокаиваться, а то нервов не хватит, там, ну, когда болеет или еще что-то. Короче, да, мы работаем над собой, двигаемся в этом направлении, но Кеша даже быстрее понял, что он отец, чем я поняла, что я стала мамой. Может быть, ты действительно был больше к этому готов, ну, чем я. Я просто не знала вообще, что меня ждет после рождения, потому что я младшая как-то, и до этого не сильно, честно говоря, вникала в разговоры подруг с детьми. А ты как-то как будто сразу понял. Не знаю, не что согласен. это- Нет? Вообще не согласен. Но у меня этот вопрос схожий дальше идет, я на него отвечу по-своему. Вот, а так, ну вот, он очень классный отец. Он даже недавно, я пошла с подругой на примерку ее свадебных платьев, и он провел 3 часа с Зире сам дома.
Они там ели, играли. Это, ну, и я смогла вообще кайфануть. Ну, чем старше она становится, тем больше я кайфую в других сферах своей жизни, помимо материнства. Она очень сильно всегда радуется, когда он приходит домой, она так начинает к нему бежать. И вот еще, мне кажется, ну вот у нас, по крайней мере, есть такое, да, что как будто бы дочь на лицо, она теперь всегда перед глазами. Ну вот я помню, что мне папа всегда тоже говорил, когда он в командировку уезжает, и там девочка какая-то проходит, он говорит, ой, говорит, на тебя похоже, и звонил, и у него тоже всегда это было перед глазами. И я поняла, что он мне теперь тоже перед глазами. Какой вопрос был? Я забыл реально. Что-то ты про дочь начала, меня тоже понесло. Какой ты отец! Короче, ты классный отец. Спасибо, спасибо. Очень вовлеченный, и вообще, и Кеша был со мной на родах, но, правда, после родов он сказал, в следующий раз можно без меня, пожалуйста? Это жесть. Да. И, короче, мне нравится то, что поколение, вот наши сверстники, отцы, они вот, ну, более вовлеченные, чем предыдущие. Наверное. Какой город Асия считает самым безопасным в мире и почему? Это изи, по идее. Это не- Изи? Да. Что, Милан? Нет, Италия? нет, Не Италия. не Италия. Испания? Не точно, могу сказать, хераля Испания. Ближе. Ближе, чем Испания? К Казахстану ближе? Или к Горячо. Италии? Я не знаю. Павлодар? Вообще нет. Не знаю. Ну что, где ты еще могла быть? Прям к Алмате очень близко. К Алмате очень близко? Ну, Не Каскелен же? нет. А? Скажи. Астана. Астана? Астана. Где ты об этом говорил? Наверное, говорила в одном из интервью. Ну, потому что я приехала после Милана, после учебы, а в Астане везде светло, везде ходили вот так вот эти... Я понял, да, все, ладно. Гвардейцы. Да, пусть Да. будут гвардейцы. Нацгвардия. Да. И я, короче, что-то вечером возвращалась, и я вот эти две ситуации сравнила. И я подумала, блин, капец, я себя тут безопасно чувствую. Ну, то есть Ну, на даже... левом берегу, наверное, да. Ну, на левом берегу, да, и я просто еще помню, что мы с подружками там в школе даже могли тоже вот так с Байтерека, ну, на Байтереке в 12 часов ночи гулять вообще. А знаешь нигде не почему? было. Почему? Потому что холодно. Нет, летом. А чего, в смысле холодно? Ну, типа, безопасно, потому что холодно. Якобы воры там или преступники не ходят на хотят. да. Им не интересно. У вас не было споров по поводу, как назвать дочь? Имя вы выбрали в Google поиске. А как бы вы назвали сына? Мы искали детские казахские имена девичьи, и вот так листали по алфавиту, и Зире, и мы такие, о, Зире. И мы только на Зире сошлись вместе, И да. на Зире мы, да, сразу так сошлись. И плюс еще как первый фильм Ирки Булана, первая. Это причем дочь. постфактум. То есть Да, мы выбрали постфактум. сначала Зире, такие классное имя, а потом вспомнили, что первый фильм. мой первый спродюсированный фильм был Зире. Фильм, А да. мне всегда вообще, ну, я знала девочку Зире, и мне всегда нравилось это имя. Да, да, да. Вот. А почему мальчика не будем говорить? Не будем. Не будем. Не будем. Сори. Мы суеверные. Нет. Нет. По идее, нет. Просто зачем говорить? Нет, не то, что мы, короче, стараемся отходить от суеверия. Да, стараемся не но верить в мне суеверие. хочется. Почему все смеются над тем, что Ася закрывает лицо Зире? Не потому, что мы боимся с глаза, Да. а потому что, ну, нам не хочется, ну, как бы нашу жизнь показывать, да. Личным, ну, короче, она вот как будто такой прям личный уголок, Да. в котором Ну не вот хочется. вчера, допустим, я встретил человека, который абсолютно знакомый человек, ну, как бы он не друг даже. Он говорит, блин, покажи дочь, покажи дочь. И Ася, мне так любопытно, а я про себя думаю, кто ты такой? Ну, в смысле, почему тебе важно видеть лицо моей дочери? И я в очередной раз убедился, что мне не хочется как бы вот семейный очаг, чтобы о нем знали или, да, короче. Хотя, наверное, просмотры были хорошие. Тем более нет. Тем более нет. Да.
А я еще, что-то мы с ребятами же в офисе сидели, угорали, что мы когда решим ее показать, что мы такие прям на Исентай, это как плакат. Решаем. 3D такая. Окей. В интервью майского номера «Эль Казахстан» Асия рассказала об одном качестве в отношениях, которому она научилась от тебя. Назови его. Я не помню. Ну давай, ладно, давай Я погадаем. подсказку скажу. Это вот то, что ты в самом начале мне сказал. Никого не бойся. Да, помимо этого. Простите. Ты не читал наше интервью? Читал. Читал? Ну это было вот в мае. И у меня это уже память переполнилась, оно вот удаляется с того времени. Ну, мне кажется, это про то, что ты мне говорил не копить. Типа не копить, говорить, чтобы не взрываться. Да, да, да. Какие качества Кеши ты бы хотела видеть в вашем ребенке? Я вот, даже во время беременности чувствовала, что она характером больше в него. То, что она такая более со стержнем, что ли. То, что она такая сильная, короче. И мне кажется, так и есть. Мне кажется, она больше продюсерка, нежели автор-исполнитель. И исполняет тоже классно. Исполняет, да, тоже. Вот. Ну, мне приятно даже внешне какие-то ее черты, вот там взгляд, например, Кеша сейчас вот так делает. Да. И она тоже иногда вот так ползет, потом становится так вот так делает. И мне от этого смешно. Ну, то есть какие-то она взгляды бросает, которые прям на него похожи. И мне от этого всегда приятно. Мне бы хотелось, чтобы она была как он, четкая, добрая. Ну и как я, наверное, нежная, чувствительная. Вот. Классно. Как Асия изменилась с момента рождения Зире? Вот ты до этого говорила, что якобы я был готов к рождению. Я тоже так думал до рождения. И я больше, наверное, переживал не за ребенка, я больше всегда переживал за Асию. Потому что она очень эмоциональная, местами, наверное, где-то чувствительная. И я переживал, что как появится ребенок, что, Асия будет тяжело за счет своей вот какой-то нежности, эмоциональности. И я думал, я вот за это переживал очень сильно. Но в итоге, когда дочь родилась, у нас как будто все, вот просто я чувствовал, что мы поменялись местами. Потому что в моих глазах ты стала такой прям мамой, такая четкая, танк. А я за все парился. Я за все переживал, за все парился. Это не так, это неправильно, там, не вовремя подгузники поменяли или там еще что-то. Хотя я себе сам говорил, я сам от себя не ожидал, что я буду таким прям папой, переживакой. В общем, да, у меня, и по сей день я убежден в том, что как появилась дочь, все самые классные качества Асии, они только вот, грубо говоря, вот возросли. Такая прям стала крутой, да. Ну реально. Да? Да. А я хотела сказать то, что ты, вот я только что говорила там, то, что чувствительность, да, мою, я это сказала как в плюс. А ты чувствительность сказала? Нет, не как в минус. Я имел в виду, что я ты реагируешь. Допустим, Асия... Я хотела обсудить, это хорошо или плохо? Хорошо, в смысле, но я переживал... Вот давайте так, любой фильм, невозможно смотреть с ней кино. Объясню почему. Во-первых, я его не смотрела вообще. Вообще, вот любой жанр. Триллер, допустим, она не смотрит, она с закрытыми глазами сидит. И «Аватар» не смотрела. Да. Мелодрама, она ревет. Даже боевик, простой боевик, от каждого резкой какой-то сцены, кадра, она вздрагивает, начинает кричать. Я вот про вот эту чувствительность говорю. И, Типа ее бы
Нет, я боялся, что когда доча появится, что ты вот еще более чувствительный станешь и начнешь больше переживать. То есть я больше боялся за твое, как бы, ну, эмоциональность, да, твое ментальное здоровье. Но в итоге я вижу, как ты со всем справляешься. А я такой, наоборот, стал Ну да. нежным. Но вообще я хотела сказать про то, что родительство — это такой сильный пуш, да, в том плане. Ну, я, например, сильно почувствовала, что я, конечно, еще не там в каком-то, не в абсолюте, да, но я начала взрослеть. Да. Потому что, просто ситуации, они тебя заставляют взрослеть, будто бы. И стала увереннее. И... Следующий вопрос. Я хочу пообсуждать. Какой ты стала? Дома обсудим. А ты, я же тебе сказала, да, то, что наоборот стал таким более... Да, я прям вообще, в смысле, я в этом ничего плохого не вижу. Нет, абсолютно. Но иногда я себя ругаю. Вот дочь недавно впервые упала. И я думал, там поранилась немного. Я думал, я с ума сойду. Мне прям было так хреново. А потом, когда я в себя пришел, я думаю, нельзя же так. Дети падают, там, не знаю, ушибаются, там раны какие-то получают, it's okay. И я такой, что со мной стало? Да. Мы благодаря этой ситуации как бы поняли, что надо чуть-чуть успокоиться. Да. Расскажи про самый запоминающийся поступок, на который Кеша пошел ради тебя. Ой, таких много. Следующий вопрос. Это будет типа 2 hours later. Сейчас. 2 hours later. Нет, мне кажется, ты пошел на роды. Да. Да, ради тебя, по факту. Ради меня, потому что я ходила на курсы по подготовке к родам. И я... Я как вспомню, у меня сейчас это. Я хотела, чтобы Кеша со мной пошел, с нами пошла еще Доула, Кеша пошел. И я когда им говорила, но на курсе сказали, типа, спросите у мужа, узнаете, хочет он или не хочет. Она не спрашивала. Нет, я у тебя спросила, хочешь ты? Я сказал нет. Нет, сейчас. Я спросила, хочешь ты или не хочешь? Он говорит, как можно хотеть? Говорит, Да. если надо, то пойду. И я не могла понять, как можно, типа, хочешь или не хочешь? То есть скажешь, хочешь, пошли. Но опции не было, да. Нет. Нет, я объясню почему. То есть опции не было для меня, потому что я чувствовал, что для тебя это важно. Да. Если бы ты сказала, опционально, было бы прикольно, но если не хочешь, не иди. Я бы сказал, конечно, не пойду. Понимаешь? Да. То есть, но потом я понял, что мое присутствие действительно помогло. На курсах, кстати, об этом и говорили. Сказали, что бывают мужья, которые только раздражают жен. Да, Им там делать нечего. И я почему-то думал, что я буду вот таким. Я думал, что в какой-то момент ты скажешь, ладно, все, езжай. Я наберу. Созвонимся. Я на это надеялся, но нет, я пригодился. Да, но единственный был момент, когда ты меня взбесил на родах. Там уже какой-то час, я в ванне, и... Типа 10-й. Да, и мне говорят, выдыхай, как будто задуваешь одуванчики. И мне приходит, это прям как трип какой-то, и мне приходят воспоминания, как я там в 5 лет... Ты реально это рассказываешь? Да. Да ладно, расскажи. В Павлодаре задуваю, гуляю с мамой, и там одуванчики, и моя фотка. И я говорю, Кеша, говори, тебе... говори, тебе 5 лет, ты в Павлодаре задуваешь одуванчики. И Кеша говорит, тебе 4 года. Я говорю, нет, 5 лет. И он меня развайбил в эту схватку. Короче, мужики, которые были на родах, они меня поймут. Там какие одуванчики еще. А потом в палату мы заходим, и там одуванчики. Он такой, Да, на стене нарисованы одуванчики. Было смешно. Да. Какие качества Асии ты бы хотел видеть в вашем ребенке?
справедливость, честность, вот это вот чувство свободы, потому что у Асии оно прям такое прям очень сильное чувство свободы, свободы выбора. Я это очень сильно уважаю. И мне нравится, что уже сейчас дочери даже годика нет, и Асия всегда ей дает выбор элементарно, какую игрушку хочешь, что хочешь кушать, запретов нет. И мне хочется, чтобы наша дочь росла вот с таким же вот мироощущением, как у тебя. Потому что я за собой, подобного не наблюдаю. Я больше про то, что мне строить среду, как мне удобно. То есть я более эгоистичный, чем ты. И я не хочу, чтобы дочь вот в этом плане была похожа на меня характером. Да, наверное, какие-то черты, там, не знаю, там, решительность или там какую-то жесткость я бы хотел ей внедрить, да. Но во всем остальном я бы хотел, чтобы она была как ты. Когда ты осознала, что любишь Еркебулана? Сразу же? Нет, когда ты поняла, что любишь Еркебулана на твой день рождения? Нет, наверное, прям что люблю тогда, да. Но у меня был такой период, что я не могла тебе признаться, у меня так внутри копится, а я не могла, тебе это сказать. И потом ты мне сказал, типа, не бойся, я тебя не предам, не обижу. В смысле, ты сказала, я тебя люблю, я говорю, я Нет, я тебя тебе не просто предам? сказала, что типа, у меня столько там внутри там, эмоций, но я тебе не могу. Сомнюха была, короче. Нет, сомнюха. Наоборот, я просто не могла, как бы. Я, кстати, вот, наверное, это вот качество, которое я приобрела, благодаря тебе, я научилась не стесняться, что ли, выражать свои эмоции. Вот. Когда поняла, что любишь меня, говори? 25 мая. Все. Какого года? 21-го. 21-го, да. Да. Когда ты осознал, что любишь Асию? Сразу. Давай порассуждаем, что такое любовь, да? Шучу. Наверное, на первом свидании. Да. Потому что для меня любовь — это равно уверенность. Да не ржи, дай скажу нормально. Да, и вот на первом же свидании я почувствовал, что, вот Всё что-то норм. вот, да, начинает твердеть, типа, почва появляется. И я такой думаю, я не могу это упустить. Я какое-то вот это решение принял, и, вот это вот все ощущения, это одним словом любовь. Не можешь, да, упустить? А? Не можешь, да, упустить? Не упустил же? По факту. По факту. Все? Да. Спасибо тебе, дорогая. Тебе не хватило, ты еще хочешь, да? Да, что-то пообщаться охота. Пообщаться? Да. Да, ну ладно. Все, пока. Точно? Да. Да, вон в ту камеру. А, в ту, да. Пока. Рахмет.